Обходчики уже провели адресное информирование избирателей о выборах президента России. В рамках проекта «Информ-УИК», который разработан ЦИКом страны, они объяснили, как и где можно проголосовать. Члены избирательной комиссии проделали большую работу, подготовили участки для голосования. На них есть все необходимое. Это лупа для слабовидящих, маски, санитайзеры и ручки. Имеются кабины для тайного голосования и стационарные ящики. Обеспечена пожарная безопасность. За порядком будут следить наблюдатели, а члены комиссии окажут необходимую помощь. Также у нас работал ППЗ, пункт приема заявлений на участке. Члены комиссии принимали заявления у избирателей, которые захотят проголосовать в день выборов именно на нашем участке. Члены комиссии будут информировать в день голосования избирателей, также помогать инвалидам, следить за порядком в нашем участке. К избирательному участку ведут стрелки-указатели. При входе можно увидеть часы работы комиссии. На информационных стендах размещается памятка для инвалидов. На участке подготовлены различные комнаты отдыха, в том числе для матерей с детьми. Порядок на избирательном участке устроен так, чтобы места выдачи бюллетеней и тайного голосования находились в поле зрения членов УИК. С 29 февраля по 11 марта была возможность подать заявление для голосования по месту нахождения. Вы приходите в любой избирательный участок и говорите о том, что вот вы прописаны, допустим, в одном городе, а проголосовать вы хотите в другом. И так можно написать заявление. У вас его примут, обязательно с собой должен быть паспорт. Вот, вам отдается открепительное, и с ним вы идете на тот участок, где вы должны проголосовать. Всего на территории Магаса 4 избирательных участка, 3 из них находятся в школах и 1 в Центре культурного развития. На 304-м зарегистрировано более 2000 избирателей. Для именинников, пожилых и впервые голосующих граждан подготовят специальные подарки. Выборы президента – это важное событие, которое определит будущее нашей страны. Впервые они пройдут в трехдневном формате с 15 по 17 марта. По всей территории Ингушетии развешаны баннеры и плакаты, которые напоминают об этом. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магас 24.